Всем привет! Вы на канале Движение за независимость Саха. Меня зовут Раиса Зубарева. И сегодня я бы хотела предложить тему очередную для разговора. Пишите, пожалуйста, в комментариях все, что вы об этом думаете. На днях власти Республики Саха предложили частным клиникам отказаться от проведения абортов. Первыми эту инициативу поддержали частные клиники «Аврора» и «Яннамед». И это означает, что прерывание нежелательной беременности уже стало менее доступным для якутянок. Я говорила об этой теме в последнем выпуске новостей воскресном. Посмотрите его, пожалуйста. Что происходит? Давайте сначала рассмотрим контекст. В 2022 году в нескольких регионах начали вводить ограничения на информацию об абортах. Вообще, с начала полномасштабного вторжения депутаты Государственной Думы Российской Федерации неоднократно предлагали законопроекты об ужесточении закона об абортах. Минздрав обсуждает постоянные изменения в порядке проведения абортов. РПЦ активно лоббирует полный запрет абортов. В медиа появляются материалы о демографической катастрофе. Важно понимать, полного запрета пока нет, но мы понимаем, что идет последовательное ужесточение. Сейчас аборт легален до 12 недель по желанию женщины, до 22 недель по социальным показаниям и на любом сроке по медицинским показаниям. Но что предлагают изменить? Убрать аборты из обязательного медицинского страхования, сделать их платными, запретить рекламу абортов и информацию об абортах, сократить список медицинских показаний. С этого года, кстати, об этом я тоже говорила, рейтинг губернаторов будет зависеть от демографических показателей, то есть от количества рожденных детей. Теперь главный вопрос. Зачем все это делается? Официально все объясняется просто. Демографический кризис в России. Да? Теперь давайте посмотрим на цифры. Рождаемость в России падает с 2015 года. В 2023 году суммарный коэффициент рождаемости составил около 1,4, а для воспроизводства населения нужно 2,1. Поэтому, да, население сокращается. Плюс демографическая яма 90. Сейчас мало женщин репродуктивного возраста. Логика властей здесь абсолютно простая. Если запретить аборты, женщины начнут рожать. Рождаемость вырастет, и демографическая проблема таким образом будет решена. И на сегодня большая половина регионов поддержала такие инициативы по ограничению абортов. Звучит вообще на самом деле все достаточно просто, но работает. Насколько это работает? Давайте посмотрим на статистику по абортам. В Советском Союзе в 60-е годы было от 5 до 6 миллионов абортов в год. В 2022 году, уже после того, как аборты разрешили, около 350 тысяч абортов. Аборты падают уже, количество абортов падает уже 30 лет подряд. Да, 350 тысяч – это все равно много, но даже если все эти беременности закончатся родами, что нереально в любом случае, это увеличит рождаемость совсем незначительно. И вообще это не решит демографическую проблему. Что говорит международный опыт? Страны с запретом абортов, например, Польша, да, или латиноамериканские страны, они все показывают маленькую, низкую рождаемость. Польша – страна Европейского Союза с самой низкой рождаемостью. Не так давно здесь депутаты поднимали этот вопрос и говорили, что примерно через полвека, через 30 лет население страны грозит сократиться почти на треть. А вот страны с высокой рождаемостью, где аборты легальны, это Франция, например, или скандинавские страны. То есть вывод здесь простой. Запрет абортов – это самое простое, но самое неэффективное решение демографической проблемы. Демография – это официальная версия. Но давайте посмотрим глубже, что еще может быть, что на самом деле является причиной. Первая причина – это традиционные ценности. Последние 10 лет, начиная с 2014 года, в России идет сильный идеологический разворот. Акцент делается на традиционные ценности, на противопоставление загнивающему Западу, да, укрепление роли Русской Православной Церкви. Аборт в этой логике – это западная либеральная ценность, которая разрушает семью.
Вот вторая причина, на мой взгляд, это контроль над женщинами. Когда государство решает, может ли женщина прервать беременность, оно ограничивает ее в правах. Самое главное, это будет ограничение экономической независимости. Во главе семьи тогда встает мужчина. Я вообще думаю, что если сегодня женщинам запретят решать таким образом вопрос семьи, то вскоре ей совершенно спокойно запретят участвовать в выборах. Третья причина – мобилизационная повестка. Воюющая страна нуждается в людях. Ей нужны солдаты, ей нужны рабочие на военную промышленность. Понятно, что запрет абортов сразу эту проблему не решит, но это говорит о том, что Россия готовится к долгой войне, к сожалению. Теперь самое важное. Что будет, если аборты реально запретят? Первое последствие – это криминальные аборты, в которых, конечно же, будут жертвы. Потом расцветет черный рынок лекарств для абортов. И здесь, опять же, жертвами станут женщины. Повысится ли рождаемость? Конечно, нет. Второе последствие – это дети-сироты. Женщины будут рожать и отказываться от детей. Появятся тысячи, десятки тысяч детей-отказников. Готово ли государство обеспечить такое количество детских домов? Вопрос риторический. Повысится ли в этом случае рождаемость? Опять нет. В этой ситуации богатым вообще ничего не грозит. Богатые поедут делать аборты в Казахстан, а бедные будут делать либо криминальные аборты, либо оставлять нежелательных детей на попечение государства. Да, раньше было понятие нежелательная беременность, сейчас появится понятие нежелательный ребенок. Еще одна цена запрета – массовый отъезд женщин. Эта цена не такая явная, как предыдущие две, но все же она существует. Женщины будут уезжать. Будут уезжать образованные, молодые. И это на самом деле правильно. Мало того, что цены высокие, зарплаты низкие, мужиков отправляют на войну, так еще и рожать будут. Надо уезжать, пока не запретили выезд за пределы страны и для женщин. Почему женщины не рожают? Явно не потому, что разрешены аборты. Женщины не рожают, потому что нет возможности купить жилье, нет возможности хорошо зарабатывать, нет стабильности, нет нормальной государственной поддержки. Решит ли все эти проблемы запрет абортов? Конечно, нет. Даже если женщина вынуждена родить одного, то второго и третьего она явно рожать не будет. И вот теперь главный вопрос, на который есть ответ. Я его дам, и он у вас есть. Надо только всю эту конструкцию в своей голове сформулировать, построить. Этот вопрос такой: готова ли российская власть по-настоящему решать демографическую проблему? То есть, готова ли российская власть строить жилье доступное, готова ли она заниматься зарплатами, поднимать зарплаты, готова ли она строить детские сады и школы, заниматься вопросами улучшения медицины и здравоохранения. И, наконец, готова ли российская власть дать уверенность женщинам нашим в будущем. Особенно тем женщинам, которые живут в Республике Саха. Коль скоро мы с вами все время говорим о Республике Саха. Конечно же, нет. Это дорого и это сложно. Легче запретить. В общем, делайте выводы. Сегодня запретят аборты, завтра заставят школьниц рожать, послезавтра закроют выезд из страны для всех женщин, потом лишат женщин всяческих прав. И, в общем, ситуация будет только-только усугубляться. Делайте, пожалуйста, выводы. На этом все. Всем спасибо. До свидания.